Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я приехал из Техаса. Конечно, я американец. Я работал преподавателем английского языка раньше. Сейчас Британика Грозный – это дом для меня, потому что я волонтер здесь. Меня зовут Абдулла, я тоже работаю в суде иностранных языков Британика Грозный. И мы сейчас с Майклом попробуем вам объяснить в первую очередь английские местоимения. Майкл будет их писать на английском и произносить, я буду их писать и произносить на чеченском языке. Начнем? Начнем. So, я. Please write it here. Pronounce it, please. I. So, I. теперь у нас ха. But in English, по-английски это будет You. okay. You. So, ха. I. You. Uh-huh. Pronunciation is exactly like you. Так, я думаю, здесь будет удобнее написать русскую букву U. Thank Потому you. что многие не знают. А здесь мы, как произношение, напишем тоже английский, русские две буквы I. Again, I, you. Так, отлично. Теперь будет чуть-чуть посложнее. Изву. Try to guess. Попытайся отгадать. He, right. Very good. He. Так, теперь третье. Еще раз. Is you, but this time. She. Отлично. She. Так, ну пока мы не ушли далеко вперед, вот чеченскими буквами это мы напишем вот так. Х и хи. Здесь вот это будет ше и ши. Ну и третий. Is. It. It. Так, тоже очень просто. Две буквы и т. It. Так. Теперь. Вы. We. We. Но здесь небольшая проблема. Вы, это значит мы все. Но по-чеченски есть еще вот это. Тро. Тро это значит мы, но без того человека, к которому ты обращаешься. Если я скажу вы, это значит мы с тобой. Если я скажу тро, это значит мы со зрителями, но без тебя, потому что я говорю это тебе. Вот если я скажу зрителям тро, это значит, что мы с тобой, но без них. Вы по-английски будет We. тро, по-английски будет We. одинаково. We. Ага. Так, здесь это будет трудно передать. В чеченском языке есть звук «в», но в русском алфавите нету вот этого звука. И поэтому они, русские обычно запишут вот так, у-и, вот так, уи. Так, теперь. Шу. You. Ага. Теперь. Please notice. You. По-русски скажите, пожалуйста. Внимание, пожалуйста. You одинаково. You множественное число. Ага. Correct? Правильно. Теперь я от себя добавлю. В русском языке есть ты, вы, в чеченском языке есть ха, шу. То есть единственное, но в английском нету единственного числа. Вы,
как к одному человеку, так и к нескольким обращаетесь одинаково. You. Это все равно, мне кажется, это тоже во множественном. Потому что следующий глагол у нас будет идти как во множественном. Правильно? To be. Correct. Правильно. Все. Теперь, последнее местоимение на сегодня. Иш. Они. They. Отлично. They. Так, вот этого звука нету ни в чеченском, ни в русском языке, поэтому здесь будет немножко труднее им объяснить. Обычно вот этот звук TH, детей обычно произносить вот так вот, взять нижнюю губу, чтобы она не мешала, и язык высунуть между зубами. They. They. Потому что если губа коснется верхних зубов, это будет уже F или Z или какой-нибудь другой звук. They. Так, давай теперь отрепетируем. So, I. ha, You. is, He. is, She. is, It. is, is way, We. to, We. to, You. нет, Oh. to, It. Извините, пожалуйста. все, теперь шу, Shoe. You. окей, иш, They. отлично, замечательно, Спасибо вам. за внимание.